эфире телеканала «Итоги дня». В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутии меняют подход к борьбе с коррупцией. Какие новые методы помогут предотвратить хищение при реализации нацпроектов? Дым без огня. В Якутске ищут источник неприятного запаха. Власти исключили возгорание на городском полигоне. Что стало причиной гари, узнаете далее. В Якутии усилили контроль за безопасностью на водоемах в рамках акции «Безопасный лед». Стратегическая сессия по сохранению родных языков прошла в Якутии в рамках десятилетия языков коренных народов. Первенство республики по плаванию стартовало в Якутске. Лучшие спортсмены будут соревноваться в различных стилях. На кону путевки во Владивосток. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются больше 3 часов высокоуровневые российско-американские переговоры, собравшие вокруг большого стола делегации 2 стран. Российскую сторону возглавляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. А напротив, американская делегация в составе помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткофа. На повестке дня восстановление двусторонних отношений и подготовка к предстоящему саммиту лидеров России и США. Также предполагается обсуждение мирного урегулирования на Украине. Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили обмен граждан и прекращение боевых действий на Украине. Глава Якутии Айсан Николаев заявил о переходе к проактивным методам борьбы с коррупцией при реализации нацпроектов. На заседании по обеспечению правопорядка 18 февраля он отметил улучшение качества исполнения работ в прошлом году благодаря системному контролю прокуратуры. Теперь вместо реагирования на уже совершенные нарушения республика делает ставку на предупреждение коррупции. В случае необходимости контракты с недобросовестным и подрядчиками будут расторгаться, а платежи приостанавливаться. Особое внимание уделяется проекту «Безопасные и качественные дороги» как одному из ключевых и капиталоемких. Повысить доступность медицинской помощи и сохранить как можно больше жизней. Больницы республики в очередной раз получили ключи от новых автомобилей. Куда отправится транспорт, знает мой коллега Петр Васильев. Сразу 28 автомобилей поступили на вооружение в центральные районные больницы в наших районах республики. Отмечу, что отправятся они не только в больницы, но и в фельдшерско-акушерские пункты, в арктические районы, в малые населенные пункты. В общем, будут работать там, где нужна помощь. Самое главное, на вооружение поступили наши старые добрые УАЗики, которые зарекомендовали себя и в суровых климатических условиях, и в тех местах, где любая другая техника просто не проедет. В общем, такая техника, которая обязательно вовремя придет на помощь. К слову сказать, это не первое поступление автомобилей на службу в районные ЦРБ. Только в прошлом году больницы получили 46 автомобилей. Сегодня они уже активно выезжают к пациентам для решения самых разных задач. От экстренной госпитализации до доставки вакцин и забора анализов. Отзывы, конечно, очень хорошие. И потом это же долгожданное, это движимое имущество, которое, собственно, ждут наши отдаленные населенные пункты, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Это необходимый транспорт, это все, что необходимо сейчас нашим медорганизациям, помимо инфраструктуры, еще, конечно, вот такое движимое имущество для того, чтобы, во-первых, для передвижения, для того, чтобы приезжать к пациентам. Это, конечно, не скорая помощь, но это, во всяком случае, допустим, для того, чтобы передавать лабораторные исследования в центральные районные больницы. То есть это необходимый транспорт. Новые машины отправились в 21 район республики. Среди них Алданский. Для врачей это не просто очередное транспортное средство, это необходимая помощь, которая позволит сохранить все больше жизней. В этот год мы получаем уже по данной программе 6-й автомобиль. Он прежде всего предназначен для межулустного взаимодействия в нашем районе, для перемещения пациентов, лекарственных препаратов, вакцин, в целом для работы между районами. Если учесть, что Алданский район, он в целом разбросанный, у нас много врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, поэтому эти машины нам очень
важны, очень помогают. Свой транспорт получила и ЦРБ Намского района. И не просто получила, а уже распределила на работу в Хамустахский наслег. Там новому приобретению радуются и врачи, и пациенты. Нам важно обновление автопарка. Почему? Потому что сельская местность, есть труднодоступные населенные пункты. И нам, как никому другому, нужно уверенно доехать до труднонаселенного пункта, оказать своевременно медицинскую помощь и доставить пациента до райцентра. Важно отметить, за последние годы больницы Якутии получили 331 новый автомобиль, в том числе 92 машины скорой помощи и 19 мобильных передвижных комплексов. Еще 17 новых автомобилей получат до конца этого года. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Якутия вошла в число лидеров по количеству участников программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Как сообщила корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, льготные кредиты получили уже 27,5 тысяч семей в республике. Всего же по Дальнему Востоку и Арктике программы воспользовались более 143 тысяч семей и специалистов, а общая сумма выданных ипотек превысила 681 миллиард рублей. Темпы выдачи ипотеки вернулись к показателям прошлого года благодаря решению правительства об увеличении компенсации банкам до 3% при выдаче ипотеки, а при оформлении кредита на строительство частного дома до 3,5%. Нерюнгринский район утвердился в роли ключевого игрока промышленного развития в Якутии и на Дальнем Востоке, добывая 98% угля республики. В прошлом году компания «Элькауголь» на Эльгинском угольном комплексе увеличила добычу до рекордных 28,5 миллионов тонн с обогатительными мощностями в 31 миллионов тонн. Этот рост обусловлен приходом нового инвестора и является уникальным не только для страны, но и для мирового уровня. В Якутии стартовал 4-й этап акции «Безопасный лед», направленный на предотвращение происшествий на водных объектах. Более 500 человек и 170 патрульных групп следят за безопасностью на ледовых переправах и популярных местах рыбной ловли. Особое внимание уделяется несанкционированному выезду технику на лед. Сотрудники МЧС проводят занятия по безопасности на льду в школах, обучая детей распознавать прочный лед и оказывать помощь пострадавшим. Напоминаем, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф от 3000 до 1 миллиона рублей. В Якутии 8 ветеранам боевых действий, получивших инвалидность, адаптируют жилье под специальные нужды. В 6 помещениях работы уже завершены. Об этом в ходе очередного брифинга сообщила представитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Лилия Голикова. Она также сообщила, что эксперты фонда одобрили 8 из 16 заявок на обеспечение средствами технической реабилитации. Это спортивные протезы и спортивные кресла-коляски. Всего же на учете у фонда находится 125 ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. С начала деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» по республике Саха-Якутия принято более 9 тысяч человек, в том числе по целевой категории около 3,5 тысяч человек. Всего поступило более 35 тысяч обращений, решено более 91% вопросов. Обращения от действующих военнослужащих и членов их семей составляет более 52%. Провели 1502 выезда на дом. На протяжении нескольких недель горожан из разных районов Якутска беспокоит запах гари. В интернете активно распространяется версия, что причина зловония кроется в возгорании полигона. Так ли это на самом деле, выяснила Эржена Гармаева. В соцсетях на прошлой неделе бурно обсуждалась тема неприятного запаха гари в Якутске. В Сайсарах периодически воняет. Неделю назад неприятный запах чувствовался. Причем неприятный запах каждый день появляется в период с 17 часов и до утра. Вечером на улицу невозможно выйти, и весь этот запах заволакивает весь город. Одна из первых догадок пользователей интернета – произошло возгорание на территории городского полигона. Однако представители власти эту информацию опровергают. Тут у нас полигон открытого захоронения. Тут сортировки мусор как таковой пока нету. И, соответственно, органика часть все равно приезжает к нам сюда. Она имеет определенный запах, но даже здесь вот рядом, прям стоя на сердце рабочей поляны, мы его не чувствуем. Он, конечно, есть, но он не такой едкий, естественно, он до города дойти никак не может. Самое главное, тут, слава богу, у нас возгорания нету и, соответственно, запаха тоже нету.
Мусорный полигон Якутска работает с 1974 года. За это время на его территории захоронено около 3 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов. Возгорание на полигонах – явление будничное. В процессе разложения твердых бытовых отходов выделяется легко воспламеняющийся газ метан. Раньше пожары на полигоне Якутска фиксировались практически ежегодно. Последнее возгорание на городском полигоне было 12 июня 2023 года. Пошел второй год, как на городском полигоне не было возгораний и задымлений. Как вы видите, тоже на данный момент нет ни одного дыма, запаха едкой гари, так как работа действительно ведется, и наши сотрудники городского полигона доблестно работают на своем рабочем месте, так скажем. Ну и сами контролеры, сторожа, которые через каждые 3-4 часа с интервалом делают обход по всему телу полигона. Для предотвращения возгораний на мусорном полигоне используется песок – речной и горный. Зимой по большей части используют именно горный песок, поскольку он тяжелее, чем речной, и не разлетается на ветру. Специалисты продолжают искать причину запаха. По информации Министерства экологии Якутии направлены запросы в Управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и Якутскую природоохранную прокуратуру. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Далее смотрите подборку самых заметных новостей от наших коллег из Нерюнгринского района. Здравствуйте! В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Екатерина Павлова. В Нерюнгринском районе прошли отчеты правительства. Жители города и поселков, а также работники ведущих предприятий смогли задать интересующие их вопросы. Были подняты темы нехватки и неточного расписания общественного транспорта, вопросы, связанные с безнадзорными животными, ремонтом дорог, пенсионной реформой. Традиционно большая часть вопросов так или иначе касалась здравоохранения. Конечно, вопросы касаемо доступности, они практически всегда ставятся. Доступности оказания медицинской помощи. Далее потом, значит, идет вопросы качества оказания медицинских услуг. В этом году были вопросы по укомплектованности кадрами. При этом, значит, ставились вопросы о объектах здравоохранения. Рабочий визит Кабинета министров завершился итоговым отчетом, на котором в торжественной обстановке были вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям. Подводя итоги 2 дней работы правительства региона, глава района отметил высокую эффективность такого взаимодействия исполнительной власти и населения. Наше население очень активно задает вопросы правительству. И, в принципе, вы знаете, накал страстей на этих отчетах снижается. С каждым годом снижается, потому что все-таки мы должны признать это, что правительство очень активную работу проводит. Сейчас Нерюнгринскому району уделяется достойное внимание по всем направлениям. И вот с течением времени решаются многие задачи, которые не решались годами. С 13 по 18 февраля в Нерюнгринском районе проходит декада, посвященная Дню родного языка и письменности. Первым мероприятием декады стал диктант на родном языке, проведенный в Центре развития творчества детей и юношества города Нерюнгри. Сложнее было всего то, что надо было по-якутски написать. Мне было не очень легко написать. Было немножко сложно, но я справилась. Было очень сложно, я сейчас не закончила, честно говоря. Мне пальцы уже устали писать. Было немножко сложненько, но я справилась. Было не слишком сложно, но и не слишком просто. В принципе, самое сложное, что было, это перевод слов на якутский. Декада продолжилась еще одним диктантом и открытым занятием «Аланхо. Гордость народа Саха», посвященное проведению эссе Аланхо в Нерюнгринском районе в июле этого года. В Нерюнгри стартовал региональный чемпионат «Профессионалы-2025». В период с 17 по 20 февраля в чемпионате примут участие студенты колледжей с разных уголков республики. Поселка Удачный Хандага, города Алдан, Нерюнгринского района. Обмен опытом есть, потому что у нас в Алдане углем мы не занимаемся, и так интересно было это все увидеть, другое что-то. Чтобы участники показали себя во всех тех дисциплинах, которые
проводятся. Вообще, в принципе, на этом конкурсе я хочу получить больше знаний о своей специальности. В принципе, как бы показать свои знания и набраться знаний от других участников. На протяжении 3 конкурсных дней 15 участников готовы будут показать свое профессиональное мастерство, а 9 экспертов обеспечат справедливое и беспристрастное судейство. Лучшего из лучших определят по следующим компетенциям: горнорабочий подземный, обогащение полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования. С каждым годом чемпионат растет и развивается, появляются новые компетенции, все больше студентов могут принять в нем участие и показать свои способности и умения. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. О самых значимых из них мы продолжим рассказывать на канале Якутия-24. Сохранение своего языка – задача каждого народа. Общественные деятели, ученые и учителя обсудили вопросы создания этнокультурной среды в учреждениях образования. Стратегическая сессия подразумевала конструктивный диалог между представителями национальных субъектов. Своим опытом создания языковой среды поделились спикеры из Якутии и Башкортостана. Встреча прошла в рамках десятилетия языков коренных народов мира, а также декады, которая проводится в Якутии в течение февраля. Сегодня очень много вопросов, в частности, это какие языки у нас развиваются, какие языки сегодня на стадии исчезновения, как преподаются эти предметы, особенно языки коренных малочисленных народов севера и так далее. Вопросов много. Мы сегодня будем обсуждать именно создание этнокультурной среды, то, что окружает всех, это и людей, да, всех, да, возрастов, это наших детей в первую очередь. Эстафету Знамени Победы принял 16-й по очереди улус Верхневилюйский. Торжественная передача состоялась на границе с Вилюйским районом. Благодаря этой эстафете в каждом населенном пункте у жителей укрепляется патриотическое воспитание. Идет увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. В этот юбилейный год победы над фашизмом как никогда больше ценится сплочение народа. Поднимая знамя, укрепляется дух единства. В Верхневилюйском улусе в рамках этой акции за 3 дня Знамя Победы встретят в 9 наслегах, множестве школ и трудовых коллективах. 19 февраля мы передадим Знамя Победы делегации Нюрбинского района. В рамках акции эстафеты проводятся встречи с ветеранами тыла, с детьми войны, проводятся культурные мероприятия. Очень интересно проведены мероприятия в селе Харбалах, в селах Тамалакан, Орухсу, Балаганнах, Намсы. В детском центре отдыха «Сосновый Бор» началась профильная смена «Служи Отечеству», посвященная патриотическому и гражданскому воспитанию. Более 100 детей из 26 районов Якутии, а также Якутска и Жатая станут участниками насыщенной программы. Смена включает образовательные, спортивные, военно-патриотические мероприятия, направленные на укрепление здоровья, развитие физических навыков и психологической устойчивости. Особое внимание уделяется подготовке к службе и формированию чувства товарищества и милосердия. Программа включает оздоровительные процедуры, встречи с интересными людьми, культурные мероприятия и авторские программы лагеря. В Якутии стартовал новый сезон военно-спортивной игры «Зорница 2.0», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В прошлом году в игре приняли участие более 14 тысяч юных якутян, а в этом году организаторы ожидают более 25 тысяч участников в возрасте от 7 до 21 года. Соревнования пройдут в 4 этапа – школьный, муниципальный, республиканский и всероссийский финал. В этом сезоне игра включает новые отрядные состязания, измененные испытания по военно-учетным специальностям и тактическую игру. Также введена отдельная категория для студентов, колледжей и училищ.
Подготовка к Мусустар идет полным ходом. С 17 по 22 марта в Якутске пройдет юбилейный молодежный фестиваль «Мусустар», посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. 23 площадки города примут участников фестиваля, которые смогут проявить себя в 12 различных направлениях – от творчества и спорта до технологий и патриотизма. Финал состоится 22 марта в спорткомплексе «Триумф». Мероприятие направлено на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах. Одной из компетенций чемпионата профессионалы направлено на развитие креативной индустрии. В нем оценивают мастерство студентов СПО по таким критериям: цифровой модельер, дизайн модной одежды и аксессуаров, графический дизайн, фото и разработка мультимедийных программ. В этом году участники отобраны в 5 учебных заведениях республики. Так, например, в колледже Аярустар тщательно подготовили площадку для соревнований. Третий раз, получается. И сейчас я занимаюсь логотипом. Я самоучка полностью. И поэтому моя дизайнерская деятельность с колледжем не связана. Я сама этому полностью научилась в свое время. И сейчас участвую. Сейчас я занимаюсь логотипом по заданию. Я работаю в векторной программе, получается, и по своим наброскам, по заданию я сделала пару набросков, сделала набросок цифровой и по нему уже выстраиваю векторные фигуры. Первенство республики по шахматам стартовало в Якутске. Соревнования стали 7-м видом спорта, вошедшим в программу спартакиады учащихся спортивные якутяне. Так, за звание лучшего шахматиста поборются юноши и девушки, ранее прошедшие муниципальный этап состязаний. Участниками первенства стали 92 спортсмена из 23 команд. Соревнования пройдут в течение 3 дней. По итогам будет сформирована сборная Якутии, которая сможет представлять республику на состязаниях дальневосточного и всероссийского уровня. Отрадно, что шахматный, именно первенство республики с каждым годом развивается, привлекая все больше участников. И на этих соревнованиях должны выявляться самые лучшие, которые будут защищать честь республики на разных дальневосточных, всероссийских стартах. Победить на республике и выйти на Россию. В Якутске стартовало первенство и чемпионат Якутии по плаванию. За 3 дня пловцы покажут свои силы в нескольких видах и дистанциях. Каких, знает Вероника Таюрская. Кроль на спине, брас, бат и вольный стиль. В течение 3 дней 89 спортсменов старше 14 лет со всех районов Якутии будут оспаривать звание сильнейшего на дистанциях 50, 100 и 200 метров. У нас идет чемпионат республики и первенство республики. Сегодня у нас приехали из разных уголков нашей республики. Сегодня участвует 89 участников. И они самые сильнейшие спортсмены, пловцы, можно сказать. Выступлениям на первенстве и чемпионате предшествовали упорные тренировки и изнурительные сборы. Часть участников соревнований провела подготовку к стартам в Кыргызстане на тренировочной базе вблизи озера Исык-Кюль. К этим соревнованиям мы готовились усердно, работали, тренировались, наплывали базу. Ездили на сборы в Киргизию, на озеро Исык-Кюль, на учебно-тренировочные сборы на 3 недели. Любая подготовка физическая, надо иногда менять обстановку. Одной подготовки для участия в первенстве мало. Необходимо соблюсти ряд условий, среди которых сертификат РУСАДА по онлайн-обучению за 2025 год, а также наличие не ниже 3-го спортивного разряда. У нас участвует 30 спортсменов нашей группы. Из них у нас 2 мастера спорта, кандидаты перворазрядники, которые готовятся на очередные соревнования на чемпионаты первенства Дальнего Востока. Первенство посвящено 80-летию Великой Победы. На соревнованиях присутствовал герой России Николай Евдокимов. Такие соревнования, мне кажется, нужно устраивать, потому что это в первую очередь патриотика, это память о погибших воинах Великой Отечественной войны. И в целом это развитие, даже скажу, страны, народа, Саха, Якутска в целом.
Первенство Якутии по плаванию продлится 3 дня. По ее итогам будет сформирована сборная команда республики на предстоящих дальневосточных соревнованиях во Владивостоке с 18 по 22 марта. Вероника Таверская, Элита Махно, Якутск. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами.